Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского телевидения старая добрая программа «Один из нас». И снова здравствуйте, как говорится. Очередной гость по совершенно иным поводам. Андрей Анатольевич Высоких. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Добрый. Я немножко сделаю такой дисклеймер, оправдание, да, почему ты с собой таскаешь постоянно Высоких, этого и так далее. Ну, начну с того, что я строитель мебели, а Андрей Анатольевич построил половину города. Ну, скажем так, парадную часть. Да. Объекты я навскидку скажу: магазин ювелирный, Якутзолото, Восстановление казначейства. Но первые были эти 3 девятиэтажки. Это первые 3 девятиэтажных дома в городе Якутске. Как-то называли якутские высотки. Угу. Тогда ты был молодой, красивый. 16 лет. Девки бегали. Не бегали. Бегали. Кроме того, я работал в общественной палате города Якутска под руководством Андрея Анатольевича. Это с 18-го года, 19-го, по-моему, да? Ну, 6 лет назад. Да. И буквально на днях Андрей Анатольевич второй раз избран председателем общественной палаты города Якутска, чем я вас поздравляю сердечно. Спасибо. Ну и посочувствовать тоже могу, да, потому что работа, ну, такая, вроде бы орган, который консультативный, но реальных полномочий, скажем так, по большому счету, у общественной... Рекомендательный характер. Да, у общественной палаты, что у республиканской, что у городского уровня, нету. Но, тем не менее, власти обязаны все-таки прислушиваться к еще одному рекомендательному органу, который может служить, ну, определенным фильтром для решения тех или иных вопросов. А вопросов у нас накануне 400-летия славного нашего города Якутска, который мы оба, я надеюсь, безгранично любим, огромное множество. Начиная с того, что люди харкаются на улицах. Некультурно себя ведут. Ну, и это был основной, скажем так, повод для того, потому что Андрей Анатольевич, как только стал председателем общественной палаты, сразу же запустил такой вот мем городской, да, почему люди матерятся, и кто и сколько матерится и зачем. Ну, на самом деле вопрос серьезный, потому что, ну, больше, наверное, матерятся только китайцы. И венгры. В венгерском языке больше матов, чем в русском. Угу. Или в румынском. Ну, там. Да. Ну, это же очень, скажем так, режет слух, когда идешь мимо группы старшеклассников, мимо группы подростков, и там дахы, дамы, ДП. Очень режет слух. Ну, вообще, что с этим делать? И еще раз, из этого вопроса у нас будет истекать огромное количество вопросов. Твое видение все-таки поконкретнее. Ну, на самом деле, вот в нашей общественной палате это 21 человек, люди абсолютно разные, собраны, так сказать, ну, вот есть определенный принцип состава общественной палаты. И у нас представлено 6 преподавателей, или, будем так говорить, преподавательский состав: директор школы, директор сада, 2 преподавателя высших учебных заведений, директор школы, преподаватель. В общем, в принципе, 6 человек, которые реально работают с учащимся. Да? И когда мы, ну, так сказать, я говорю, ну, давайте попробуем что-то сделать. Это бесполезно. Вот первый, кто вот все говорят, я говорю, ну, а вы пробовали? Ну, кто-то говорит об этом сегодня на хоть каком-то уровне. Вот почему я коснулся этой темы, потому что, ну, у меня старшая сестра, и она мне жалуется, говорит, Андрей, ну, говорит, ну, так много мата, и так его стало, ну, то есть он всегда как бы присутствовал, но сейчас настолько это люди всех возрастов. Вот от дошкольников, школьники, подростки, взрослые и бабушки, все матерятся. И вот она говорит, я еду в автобусе, это просто невозможно. И когда делаешь замечание, в принципе, люди чаще всего осекаются и как бы, ну, во всяком случае, воспринимают это. То есть мы говорим о том, что, наверное, надо начать с себя и попробовать вокруг себя это вот, ну, хотя бы, то есть вот мы же понимаем, что ты дома не разговариваешь так, как ты разговариваешь там на работе. Ну, это нормально, наверное, да. То есть люди в определенной ситуации, в определенных, так сказать, условиях говорят именно вот на том языке, на котором понятно в этом кругу. Там.
А как же анекдот про Виру и про Майну? А? Но на самом деле на стройке, конечно, я говорю, я с 15 лет на стройке, поэтому, конечно, я матерился. И в 16 лет я уже руководил людьми старше меня. Да. И когда нам хороший, большой человек Николай Григорьевич Лукашенко говорит: ребята, ну давайте не материться, давайте, ну... И на вопрос, а если вот кирпич по пальцу, ну это другое дело. Ну только вот не надо вот с 9-го этажа кричать с Ставрополя, вот не то цепляй, а вот это. Конечно, вокруг жители жаловались, особенно это, когда ты работаешь во вторую смену, когда там... Ну, в общем, не важно. Важно все равно в той или иной ситуации, к сожалению, это выскакивает. Но мы же понимаем, да, что вот рядом со мной женщина там или... Ну, какая разница? Вокруг нас люди. Ну, ограничь себя, попробуй или просто промолчать, или промычать, или там, как в телевизоре, пропикай что-то. Потом скажи на нормальном, доступном языке. Как говорил Лихачев, да, вот он тоже был же в местах отдаленных, профессор Лихачев. И вот он говорит, да, понимаете, что вот в той ситуации, если ты не говоришь матом, то ты, к сожалению, может быть... Погибнешь, да. А в принципе, я уже это приводил пример того, что еще Петр I запретил маты в армии и на флоте. И, в принципе, русский офицер, это было позором, если он с матом обращался к своим подчиненным солдатам. Но с приходом советской власти и к руководству рабоче-крестьянских, так сказать, вот там как раз все поменялось на 180 градусов. Если ты не разговариваешь на языке рабочих и крестьян, то тебя просто ставят к стенке. И дальше это, к сожалению, так и осталось. Я не зря упомянул китайцев, потому что накануне Олимпиады в Пекине власти Китая предприняли реально драконовские меры для того, чтобы повысить культурный уровень своих граждан, чтобы они не ударили в грязь лицом. Да? Да. Что-либо подобное, потому что вот где матерятся дети, это граничит, наверное, и с тем, что опрокидывают скамейки в озеро. Да? Да. Это граничит с тем, что не доносят бычок, прошу прощения, до урны. Это граничит с тем, что не докидывают мусорный пакет до контейнера. Наверное, все это вещи, которые взаимосвязаны. И что реально власть... Ведь мы же абсолютно хорошо знаем, что и административный кодекс, и этот... раньше, понятно, были товарищеские суды, да? Был раньше. Кодекс строителя коммунизма. Да. Но сейчас же этого нет. Есть административный кодекс, есть уголовное право. Все. И, к сожалению, оно не работает. Реальных механизмов воздействия вот на эту категорию граждан очень сложно. То есть, если с нами, как с водителями, быстро научили нас и ремни пристегивать, и на стоп-линии останавливать, потому что у тебя есть камера, и если ты не платил 10 штрафов, то ты уже попадаешь, что называется, в злостный нарушитель, ПДД. По российскому законодательству за маты просто так нельзя никого наказать. Если вот я обращаюсь к тебе на матах, я тебя оскорбил, ты написал заявление, меня могут оштрафовать аж на 1000 рублей. Все остальное, к сожалению, никак. Но, еще раз говорю, если люди не будут молчать, вот сейчас на Талом озере, да, сначала опрокинули скамейку, потом взяли, разобрали, брусчатку побросали. Что это, они в темноте делали? Никто этого не видел? Никто им не делал замечания? Да делали. Или не хотели делать. Яркий пример, вот то, что на набережной по Чернышевского стоят эти тренажеры, да, их просто, сколько мы их, года 3 назад поставили, 4. То есть, был заказ. Это же, на секундочку, дар был, да? Нет, это мэрия платила, центральный округ, но делали мы, так сказать, наше предприятие, мы их установили, вроде все антивандально. Вот в прошлом году сломали качели, в этом году начали ломать тренажеры, и на вопрос, то есть, там девочки начали на них ругаться, почему, что вы делаете? Там 3 пацана и девочка. Ломают, ломают. Это же люди сделали для вас. Он говорит, это не люди сделали, это мэр сделал. И что теперь? Это все надо сломать? Понимаете? И вот этот вандализм, к сожалению, он идет везде. И на детских площадках. И просто по городу. Это же вандализм. Остановки, да. Давайте начнем с того, что это показательно наказать людей, заставить родителей платить. Хотя, конечно, это опять же мы наказываем родителей. Но все идет от родителей.
И вот эти разговоры, и плевки. А то, что вы говорите, сделали в Пекине, да, китайцы, но у них так принято было. Они все плевались, не то слово, плевались, там гораздо громче, да, везде, и в ресторанах, и на улице. К Олимпиаде все пропало. И они стали другими. Но, опять же говорю, надо, наверное, ответственность каждого жителя города Якутска. И не смотреть, ну, понаехали. Кто понаехал, куда понаехал, откуда понаехал, сегодня вопрос вторичный, да. Но мы здесь в этом городе живем. Почему я заговорил о вот этой вот нецензурной брани? Давайте, говорю, мы к 400-летию, да, мы сделаем. Мы посадим еще там 1 000 000 деревьев, мы сделаем новые дворовые территории, общественные пространства, асфальт и так далее. Но давайте поднимать уровень вот именно нашего города. Не надо смотреть там, как в других городах, там еще где-то, еще что-то. Ведь ну, везде льется, к сожалению, из уст и женщин, которые идут с детьми, там, вот я просто это слышу. И просто от детей, играющих в футбол на детской площадке и так далее, и так далее. Если им начать делать замечания, чтобы не выбегала их мамочка, или там, как теперь любят называть, я ж мать, или папа там. А от этого все идет. Сначала они матерятся, потом они курят, потом еще что-то, еще что-то, еще что-то. И почему-то они уверены, что это Пройдет. пройдет. И так, безнаказанно. Мне так выгодно, мне так удобно. К общему, скажем так, загрязнению города, да, и вот, мы планировали несколько вопросов, в том числе и озеленение. Да. Я вообще хочу сказать, что вопреки расхожему мнению, что у нас, где, мол, самый яркий воздух, чистый воздух, прозрачный, да, и так далее. Но, к сожалению, в долине Туймада с его глинистой почвой и тальниками, которые служат единственным, скажем так, фильтром для поглощения пыли, у нас недолго живут автомобили. Все, что касается людей, вот правильно заметили, не пристегнул ремень, пожалуйста, 500 рублей. Да? Все же научились быстро очень пристегивать ремень. Если человек будет менять расходники на машине 2 раза чаще, по той причине, что нет зеленых насаждений, это же, наверное, повод все-таки, почему я плачу больше, если мог платить меньше. Да? Согласен? Если через собственный карман проходит у человека, это, быстрее все. Он всегда, да, восприимчивее гораздо. Согласен? Да. Что же делать все-таки с пылью, с песком, со всеми атрибутами того, что, вот, что заставляет говорить, что Якутск грязный город? Но опять же, надо начинать с себя. Вы посмотрите, что вот сейчас зима уже, ну вот, уже пошел снег. Сколько ездит машин с летней грязью? Он не уважает себя, не уважает меня, не уважает город. Хотя, в принципе, очень модно стало мыть машины. И посмотри, да, по утрам там едешь, невозможно попасть на мойку, и вот эти мойки там сделай сам. Все равно сознание людей поднимается. И на самом деле, вот, видя чистую машину, даже вот сразу после дождя как-то приятно смотреть на этот человека, который ухаживает. Да. По озеленению, по этим всем делам, на самом деле мы делаем много. И вот со школьной секамьи, мы в 20-й школе был 11 класс, который занимался школьным лесничеством. То есть это 70-е годы. И я знаю, как сажать деревья, как их выращивать. И, к счастью, у нас уже все получается. И вот, это видно вот, реально в городе Якутске. То есть надо не сажать деревья, а надо их выращивать. И как раз мы говорим о том, что хорошо, что мы не успели создать зеленстрой, так называемый, да, потому что по предварительным, так сказать, прикидкам, когда сказали, что надо создать зеленстрой, там написали 15 человек руководства, генеральный директор, замгенерального, экономист и так далее, и так далее. Я спрашиваю, а кто будет конкретно сажать и ухаживать за лесом? Ну, потом наберем. Слава богу, этого не стало. Появилась вот эта должность помощника мэра города по озеленению. И реально Екатерина Олеговна работает и много делает. Сегодня в этом году, насколько я знаю, город выпустил облигации, и они должны скоро поступить в город по озеленению. То есть я не умею сажать деревья, например, да, или у меня нет возможности и так далее. Я покупаю просто эту облигацию, и город на эти деньги озеленяет там, где это необходимо. Вот площадь Победы,
где вот замечательный газон, где посадили голубые ели. Это уже, так сказать, вот работа практически вот этого проекта. И я считаю, что в городе нужно... Вот сегодня есть 2-3 предприятия, которые реально занимаются озеленением. Ну, это яркий пример. Это «Зеленый рай», это улица Ильминская, Пирогова, вот сейчас набережная Романа Дмитриева. Но мы же видим, что это работает. Мы же видим, что там растет, в отличие от других участков. Слушай, а там я вот был свидетелем того, что Василий бегал по вот этим канавам, да, прыгал, скакал с Анной вместе, да? Да, да. У них немного другой подход к... Если вот мы на проспекте видели, как... 20 на 20-40 глубиной. Да. То там вот такая есть траншея копает. На глубину лопаты и марш вперед, Да. То есть вот это вот посаженное вот в такое место. А там грунт, который 50 лет уже у нас пролежал на проспекте Ленина, он настолько напитался газами и всей этой гадостью, а еще мы поливаем хлорированной, дорогой питьевой водой. Говорю, почему из реки-то не берем? Шансов нет. Ну, почти. То есть он 2-3 года, вот это растение, пока у него гарантийные обязательства, оно пытается выжить. Может быть, что-то и выживет реально, да? Но вот мы же такие, мы же на севере, и деревья тоже такие. Поэтому вот таких, как «Зеленый рай», должно быть 10-20. А они что сделали вот на набережной? Я так понял, они выкопали траншею и заполнили ее качественным грунтом. Да? Сначала они клали туда порубленные ветки сухие, то есть это идет как вот воспитательная, питательная среда, и потом вот грунт и так далее. И вот они поливали. Почему-то возмущались некоторые. Вот они днем поливают. Ребята, они, во-первых, поливали газон, чтобы он быстрее взошел. А потом, почему-то никто не обратил внимания, что в это время по проспекту тоже поливают, только из водовозки в рабочее время, создавая там бешеные пробки. Ну ладно, это вторично. Так вот, нам нужно создавать много ИПшников, у которых есть возможность правильно сажать деревья и ухаживать. У нас сегодня есть питомники, где можно брать хорошие саженцы. И эти тоже надо развивать, систему питомников. Если мы там 5-6 лет назад говорили о том, что надо создать полигон почвосмеси, где мы землю берем? Какую землю мы... Вообще откуда она приходит, эта земля? Она вся незаконно выкопанная где-то или привезенная к городу. Если я работаю в белую, я дорожник, и мне нужно 50 кубометров земли, то где я должен ее взять? Должен с кем-то заключить договор. А у нас... то есть это такой очень сложный процесс. Да вообще архисложно, я считаю. Я не зря упомянул тальник один, да? Тальник очень хорошее растение. Оно высасывает 3 тонны воды каждый тальник. Его просто надо правильно выращивать. Не надо, чтобы там было 40 стволов. В самом начале 3-4 оставляйте, чтобы это был, по Дзержинскому, что вот такие деревья растут. 30-40 сантиметров в диаметре уже. И он почти что тополь, да? У нас 5 видов тальника, если ты не знаешь. Это вообще ива. Есть чисто ива. На Кимкиме растут замечательные ивовые кусты, которые я тоже у себя посадил. На участках же у всех растут. У меня яблони там уже 5 метров, 2 штуки. 15 кустов сирени растет. Сейчас вот иву... то есть, когда мы хотим что-то вырастить... Когда это твое? Нет, когда мы хотим вырастить, это выращивается. Возле Цирюльни сколько елок? Они там уже по 8 метров. Я сажал их в 2 метра всего были они. Растут же. Вымахали, да? Растет тогда, когда ты выращиваешь. Это как с детьми, знаешь, вот ты не просто же родить, его надо выращивать, так же и здесь примерно. Сегодня есть удобрения. Вот сегодня вот эта почвосмесь, про которую мы говорим, говорят, конечно, ученые, я только озвучиваю их. То есть для каждого растения нужен свой состав почвы. Где-то больше такого песка, где-то сапропель, где-то еще что-то, еще что-то. И вот это как бетон. Определенной марки собирается на бетонном заводе и с таким-то паспортом выдается. Это под рябину, это под цветы, это под елки и так далее. Тогда это будет все расти, работать, и все будет абсолютно белое и прозрачно. Не будет. Всегда надо искать... А кому это выгодно, вот этот нелегальный бизнес продажи земли? Например. Песок. У меня мама категорически отказывалась переезжать на намывные пески, да, аргументируя это тем, что там постоянно песок будет в квартире. На самом деле, если немножко углубиться, вы же были свидетелем того, как намывался и 202-й микрорайон, и 203-й, и сейчас планируют, скажем так, под социальный блок 204-й намывать, да? Насколько это
ну, скажем так, способствует тому, что город все-таки достойно встретит свой 400-летний юбилей. Ну, не более чем 204-й микрорайон. Как бы мы говорим, и вот Любовь Александровна Попок говорит о том, что, ну ладно, 204-й, как бы мы еще согласимся, что нужна действительно социалка. А вот дальше Зеленый Луг я бы предложил вообще объявить мораторий на 25 лет. И дальше не строить. Вот меня очень удивляет, почему 50 километров забег марафонский сделали по проспекту Ленина. Ребята, бегайте на лугу. ну бегайте на лугу. Замечательно. И вообще мы, в многоцелевый. принципе, лугом надо пользоваться. Там просто, ну даже на месте 204 мы могли бы, ну, когда он еще будет, и 204 неизвестно. Там, на самом деле там 2 года надо домывать пески. Это сегодня сумма там, ну, порядка 2 миллиардов, наверное. Потом 2 года ждать, пока эти пески все-таки должны отстояться, и только потом начинать строить. Хотя можно было там сделать такую вот парковую зону, будем так говорить, зону барбекю, выгул собак, просто дорожки там нарезать, где-то поставить мостики, убрать там какие-то лишние кусты тыльников, чтобы было, ну, прозрачно, не страшно, вот так говорить. Ну, увы. Рекреационная зона. Да, да. Часто такое название. Да. А на Зеленом Лугу на самом деле это действительно наше достояние. И, кстати, где-то было очень хорошо сказано, нам земля досталась от предков, и мы ее взяли в аренду у детей. Может быть, так же применить это к городу? Ну, это же вблизи, скажем так, и вот вдоль линии Чернышевского, да, это единственное, скажем так, дышащее. Да? А поверхность единственное генерирующая, скажем так, полезная на самом Да, деле. и просто нарадует глаз, в конце концов. Ну вот просто летом, да. Да, и зимой, а что, опять же, лыжники там бегают. Ну, очень много. Раньше вообще она была практически до... Там же сажали картошку, вот поселок Пригородный. Почему он называется Пригородный? Пригородный деление совхоза Хатаски. То есть это было сельхозугодие, и там и возле Пригорода у нас на острове все было картошка засеяна только участниками. Но сейчас это все вот, просто пустует земля. Ну и сейчас сено косят. Ну, какая-то доля уже есть. Хотя на Хатыстахе это тоже там все. И там картошку сажали, и там сено. Я сейчас не знаю, правда, насколько там это все работает. Но то есть вокруг города есть вот такие зеленые зоны. И вот тот же Хатыстах, наверное, тоже можно было как-то сделать, преобразить и сделать. Потому что, ну, вот эта набережная или дамба, как мы ее называем, преобразовалась. Слушайте, а все-таки, как вам кажется, как одному из хранителей истории города, да, как одному из людей, которые вот приложили вот под своих рук для того, чтобы, ну, тот же проспект стал ярче, красивее. Насколько якутяне любят свой город? Не любят. К сожалению. А что мешает? Вот, кстати, мы поднимали вопрос, почему люди уезжают из Якутска. Да, я в том числе тоже поднимал одной из поездок с Сергеем Николаевичем. Не потому, что у нас холодно. Всех, вот, надоело там, холодно. Нет. Вот как раз нужно... Вот то, что сейчас стали большие автобусы. Вот человек, который не был здесь 5 лет, вот я разговаривал, он говорит, вообще классно же, автобусы с кондиционером. Ну где это было? Когда это в Якутске было? То, что сделан проспект, опять же, ну, сделан красивый. Но надо относиться к этому и дальше. Надо... Нас же, к сожалению, люди вот дверь открыл, вытрясает коврик, вот свою же лестничную площадку, дальше он не хочет. Его не интересует ни вот его этаж, ни лестница, ни подъезд, ни двор вообще. Вот, ну, ребята, мы здесь живем, это мой дом, это наш дом. Относитесь к нему как-то, ну, кто-то приехал на 3 года, может, на 5 лет. Я не знаю, куда они дальше двигаются, уезжают. Но вот в том числе и из-за того, что такое отношение, может, не любовь друг к другу, какая-то неуважение друг к другу. Ну, вот это все идет, опять же, от матов, от окурков, как ты говоришь, и дальше. Давайте начнем с себя, любить свой город, свои балконы, которые выходят наружу, страшные. И делать их красивее немного. Да, ну хотя бы не уродовать. Ну, насчет красот. Замечательное вот место есть, часто прогуливался и тогда, и сейчас. Преснопамятный вот этот уголок Ярославского и Кулаковского, где стоит шахта Шедрина. На самом деле, одно из уникальнейших. Мы с вами туда и
оператора забрасывали на глубину. Да, Порядка Руслан Очеров там спускался до 10 метров. Да, Руслана. Нет, а Петю-то потом спустили же поглубже. Нет, мы ниже не имеем права. А, Это было давно. Опускался туда Андрей Федорович и Хорошев со спасателями. Но тогда это был Байкальский институт. Тогда это было все серьезно и так далее. Но мы сами не знали, чем это может закончиться. Потому что внизу они спускались с кислородными баллонами. символично, что рядом с шахтой Шергина, которые положили вообще основу для науки мерзлотоведения, да, стоит наглядная иллюстрация того, что с природой, с грунтом здесь не шутят. Это реальное училище. Да. Там проложили паровое отопление, Да. и ее спучило. Да? Хотели как лучше. Да, я до сих пор помню, как заходил в здание ИТФ, и полы ходили. Они реально дышали, то есть наступаешь, вот такая волна идет. Да? Потом, правда, асоциальные элементы, ну, как бы, запустили этот объект. Но на самом деле объект очень интересный, очень Важный. уникальный. Даже потому, что это один из первых зданий. Нет, недалеко не первое. Нет, я не говорю каменное. А первое с паровым отоплением вообще в Сибири. Именно. Да. Именно если раньше было печное отопление, то здание ИТФ-реальное училище, он отапливался. Ну да, тогда вот эти вот наши, будем говорить, продвинутые и Крафт, и мэр города, они были действительно, электричество при них, телефоны появились при них, вот эта библиотека имени Пушкина, или сегодня государственная библиотека, национальная библиотека. То есть, на самом деле, люди хотели сделать как лучше, но вот тогда никто не знал, что так может быть. И больше, чем стали этой истории, она только 30 лет работала как учебное заведение. А остальное время она стоит в ужасном состоянии. И мы тоже об этом говорили и на уровне Сен Сергеевича, и с многими историками. На этом месте, где оно сейчас стоит, его восстановить невозможно. И я говорю об этом уже несколько лет. И предлагаю, что его надо разобрать аккуратно, весь кирпич вывести на закрытую территорию, отодвинуть от магистрали, потому что мы не имеем права рядом с магистралью строить общественное здание. То есть перенести его чуть в сторону Кулаковского, сделать новый фундамент свайный, сделать по новым технологиям полностью коробку. Но снаружи она будет оштукатурена, как оно было первоначально. А вот этим кирпичом, который может существовать как облицовочный, вот внутри всего здания выложить такой лофт нештукатуренный. И тогда мы как бы сохраним снаружи и какую-то атмосферу этого здания. И в институте, ну, нашем федеральном институте очень много хранится истории, фотографий исторических вот всех этих выпусков, да, ИТФ и других, так сказать. Поэтому там можно было сделать такой, ну, вообще вот историческую зону этого здания. Но вот буквально на прошлой неделе было как бы такой собирались архитекторы и просчитывали, что можем в этом здании сделать, даже в новом построенном. И не окупается никакой проект. Ни гостиницы, ни рестораны, ни что-то еще. Поэтому инвестора нет. А говорить про сгоревшее здание мужской прогимназии вообще нет смысла, потому что восстанавливать деревянное двухэтажное здание, у которого вообще нет никаких перспектив его дальнейшей эксплуатации, никакой музей там располагаться не может, учебное заведение по сегодняшним нормам тоже. Поэтому вот я бы просто предложил, что на месте вот реально мужской прогимназии просто ставить какой-то, будет быть, памятный знак, открыть тем самым шахту Шергина, который на самом деле уникальный объект вообще, так сказать, мирового значения, а не только федерального, не только республиканского. То есть мы можем восстановить любое здание, да, вот там построить или там построить, или по черте. Но шахту Шергина 116 метров в глубину копать никто не будет. Когда я говоришь, что это 3 12-этажных дома вниз, если так задумываются, а нафига так глубоко? Ну вот, тем не менее. Зачем тут мужик копал, да? Не, ну он потом уже копал, конечно, по просьбе нашей академии Санкт-Петербурга. Ну, на самом деле... просьбе? По просьбе, да. И вот именно шахта Шергина дала
науке геокриология есть такая наука, это была шахта Шульгина благодаря ей. И вообще весь мир узнал, что есть Якутск, тоже благодаря шахте Шульгина, а не каким-то нашим. Ну, то, что там Витус Беринг и так далее, но это все было Да внутренним делом. внутренним миром, да. Вот когда в научных журналах рассказали о том, что есть такой город Якутск, и там 116 метров прокопали яму вниз, и там идет вечная мерзлота. Вот появилось это слово «вечная мерзлота». И, кстати, многие жители Якутска даже не знают, где она и что она из себя представляет. Неплохой сериал можно было сделать, ну, какой-то исторический мини-сериал, да, о том. Там же вообще очень красивая легенда о том, что как Шульгин в сердцах, после того, как его кинула, скажем так, Федеральная власть? центральный заказчик, да, кинул туда вот эти медаль, часы золотые там и так далее, и вот этот бриллиант, он до сих пор впаян в вот эту вечную мерзлоту в глубине шахты Шульгина, да. Андрей Федорович очень хорошо описывал вот этот момент. Вообще, я считаю, что где есть история не в том смысле, что историческая, да, а история красивая, хорошо, легенды. Хорошо, да, переданная, основанная и так далее, там может быть развиться очень неплохая вещь. Еще одно. Вы, говорят, очень сильно удивились, когда узнали, что ну, буквально до 400-летия города Якутска осталось 7 лет, да? 6 с чем-то. Есть оргкомитет на республиканском уровне. А что город? Ну, надо делать, да? Надо делать, и надо понять, что делать, потому что я разговариваю с музейщиками, то есть музей Ярославского, центральный, самый большой музей республики, да, в ужасном состоянии. У него только 2% из того, что они могут показать, они могут показать. Музей города Якутска — это вообще самый смешной музей, да, ну, то в плане того, что они готовы делать экспозиции, но помещение там 25 квадратных метров, конечно, не соответствует. То есть и так далее. И вот у нас много музеев. Музей Мамонта, музей там при СВФУ, музей там. Вот сегодня выставили в ДП-1 небольшую, так сказать, экспозицию «Городская археология». Тоже очень, очень интересно, оказывается, и Александр Сергеевич открывал эту выставку. То есть Институт арктической археологии — это, опять же, это мировой уровень. Одно дело, когда мы нашли там лопату прошлого века там, или еще что-то. Да. А другое дело, когда это доказывается о том, что вот та же раскопки Деринкуряха, да, она вот большие. И вот находки вот в этом году в Хангаласском районе была найдена могила, ее обрабатывали 5000 лет. 5000 лет назад здесь были люди, и они жили. И вот, ну, это же реально же интересно. Почти по тем же укладам, да? Да. При той же температуре. Даже суровее, наверное. Ну, вот про то, что оргкомитет, он должен понимать, что нужно нам сделать, да, вот в том числе и... То есть я на своих глазах очень хорошо помню 1982 год, когда было 350-летие города Якутска, и я участвовал в торжественном заседании, когда нам вручали орден городу Якутску, и книжки там, и так далее, и так далее. И вот почти 50 лет прошло, и нам нужно, самое главное, наверное, все-таки обратиться, вот, когда спрашиваешь, какое сегодня самое старое здание города Якутска, это тоже очень сложно сказать. Но на сегодня это вот кафедральный Троицкий собор, и больше люди знают его как Чароид. Ему 300 лет. И 2 года назад, когда было совещание у Александра Сергеевича, то вот наша епархия, к сожалению, вынуждена была сказать, что мы не в силах его восстановить, потому что это реально большая работа и большие деньги. И сегодня это принадлежит республике. И я думаю, что мы к 400-летию очень обязательно должны восстановить этот храм и все, что вокруг него, и провести полную археологию. То, что в прошлом и нынче делали археологические работы на месте Якутского острога. Это тоже были уникальные находки вот с этой берестяной грамотой. И вообще как бы есть, так сказать, мысль того, что, может быть, там не стоит строить вот жилой дом, а вот эту всю территорию вокруг вот этого Троицкого федерального собора сделать такой соборной площадью. Большой, красивый, убрать там вот эти вот жуткие постройки за театром оперы и балета, которые там, ну, реально просто
стыдно смотреть вот, с Это дворовой стороны. военкомат? Нет. Там какие-то гаражи, там еще что-то. Ага. А вообще первое здание во дворе вот это Троицкого собора, это была воеводская канцелярия, 1704 год. Вот то было первое кирпичное здание. А Троицкий кафедральный собор — это первый каменный православный храм на Дальнем Востоке. И вот в прошлом году, когда я был в Владивостоке, там дни ночных музеев, я зашел в музей Арсения, он действительно там неплохие экспонаты, у них там очень много этих музейных залов. И просто подошел к служащему музея и говорю, какой самый старый город Дальнего Востока? Конечно, Владивосток. Ему уже 160 лет. То есть мы говорим о том, что жители Дальнего Востока про Якутск, знают, что Якутск, холодный. А то, что он родоначальник всего Дальнего Востока, к сожалению, и мы это не говорим. И я вот тогда с музейщиками разговариваю, говорю, а почему нам не сделать передвижную какую-то экспозицию, доступную, так сказать, и вот там полгода в Хабаровске, полгода в Владивостоке, на Камчатке, в Магадане, на Чукотке, показать Дальнему Востоку, что вот кто такой Якутск, что он сделал для того, чтобы вот вообще Дальний Восток осваивался, так сказать, и вошел в состав Российской империи. Увы, к сожалению, его сыны не там. Ну, справедливости ради я скажу, что все-таки вы же сами признавали, что все-таки у нас тихой сапой, но движется. Да? Да. Те же автобусы большие вместо Да. пазиков появились. Уже достижение, согласен? Тот же проспект Ленина обрел вот этот вот вид, это уже хорошо, чем было. То, что больше все-таки красивых мест и по республике появляется. Да, То есть кстати, не очень. только в Якутске Это очень важно. начинают осознавать, что вот жить красиво — это не только хоромы лепить, да? Это еще и делать красивые скверы, парки и набережные. Да. Порой объекты, вот Ирина Дмитриевна не даст соврать, порой объекты в муниципалитетах, они продуманнее, они красивее, и они, самое главное, любимы жителями. Ну да, вот, кстати, Больше. там в форуме показали очень красивые объекты. Значит, сделали Вилюйский, вот это набережную. Поработали вот в Татинске. То есть, в принципе, действительно, вот важно, что взяли мы, так сказать, опыт Татарстана, что люди не должны думать, что только в Якутске красиво. Можно жить в каждом отдельно стоящем районе, в том же Покровске, такую набережную сделали, и сегодня дальше вот эти МАФы, так называемые общественные пространства, идут по всем населенным пунктам. Где-то больше, где-то меньше, но опять же все зависит от жителей самих. И вот это голосование, вот эти федеральные деньги и так далее. Поэтому я думаю, что чем... И, кстати, народ стал как-то более, мне кажется, хотеть этого. Вот даже у меня буквально, вот сейчас общественная палата, мы уже знаем, и к нам уже идут какие-то жалобы. И вот жители кильдямцев жалуются на вот этих вот больших грузов, которые ездят с песком. Им наплевать этим ребятам, которые приехали зарабатывать деньги. То, что там сыпется песок с кузова, это одно. А то, что они портят дорогу, которую сделали для жителей города, для жителей кильдямцев, вот они вот за это беспокоятся, понимаешь? И просят как-то навести порядок. По сути же это их собственность. Да. По сути. Так вот, когда мы будем относиться ко всему как к собственности, своей собственности. Каждому метру тротуара. А вот это, когда говорят, это все равно федеральные деньги. Или мэр построил. Или мэр построил. Говорю, ребята, вот достаю 1000 рублей. Это федеральная деньга или республиканская, или местная? Все деньги — это наши налоги. Нравится это власти или не нравится, мы налогоплательщики, и мы, в принципе, имеем право спрашивать, как используются мои деньги. Но у нас ни те, ни другие не любят об этом говорить, к сожалению. Больше оптимизма, Андрей Анатольевич, и я думаю, что очередной созыв Общественной палаты... Состав, не созыв. Да, созыв депутатов. Да, состав Общественной палаты будет плодотворный и в интересах горожан консультировать руководство города в части того, что именно нужно горожанам, особенно накануне вот этой большой, очень знаменательной даты. Да? Я очень хотел, как-то я Яне Угаровой в журнал «Журфикс» закинул, нас же филологов учили говорить рифму, да? Я как-то написал, за что тебя любить?
Якутск, да, за водорастворимый твой асфальт и так далее. Ну, там были такие строки. Да. На самом деле есть за что. И это же воспоминания, это память, это твои друзья, которые, многие из которых уже навсегда здесь. Да. И если так относиться, как мы сейчас, если не делать замечаний, вот говорят, не конфликтуй, зачем там? Видишь, что шкаф стоит, и прешь на него, да? Потому что он там что-то не то сделал, там, кус сломал и так далее. Наверное, что-то должно поменяться. И вот я хочу, чтобы вот это что-то, оно наступило быстрее, в общих интересах всех горожан. Еще раз, все мы хотим красивый праздник в 1932 году. Да. Там и с салютом, и с новыми объектами, новыми какими-то, дай бог, с восстановленным Троицким храмом, да, который, еще раз, это неискоренимая черта нашего родного города. Поэтому больше оптимизма, и будем двигаться дальше, Андрей Анатольевич. А как без этого? Конечно. И вот важно, чтобы жители с таким же энтузиазмом, как вот смотришь на этих веселых бабушек, которые вот с этими палками ходят, вот от них очень много зависит, от их вот этого оптимизма, от их вот этого здорового образа жизни, чтобы они этим вот мальчикам, девочкам, которые вот нехорошо говорят, они в первую очередь говорили. А с ними очень сложно спорить, с большими, со взрослыми. О мате и не только, и о культуре горожан мы сегодня говорили с председателем Общественной палаты города Якутска в очередной раз, Андреем Анатольевичем Высоких. Регалии у тебя строительные какие? Каменщик 5-го разряда. А званий никаких. А зачем? Один из нас увидимся.